Обогатительная фабрика «Нерюнгринская» структурно входит в состав государственного унитарного предприятия «Якутуголь», основного звена Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса. Географически фабрика располагается на юге Республики Якутия, в Нерюнгринском районе с центром город Нерюнгри. Нерюнгри – самый молодой город России, ему четверть века. В нем проживает более 100 тысяч человек, большая половина из которых так или иначе связана с предприятием «Якутуголь». Климат в регионе резко континентальный. Средний годовой перепад температур составляет 100 градусов. Для обеспечения успешной работы угольщиков в районе построена Нерюнгринская электростанция, работающая на энергетических углях разреза и железнодорожный узел, станция угольная с выходом на Большой БАМ и Транссибирскую магистраль, по которым уголь доставляется в порты Владивостока и Находки. Протяженность маршрута 3000 километров. Обогатительная фабрика «Нерюнгринская» предназначена для переработки рядовых коксующихся углей разреза «Нерюнгринский» марки К9 производительностью 9 миллионов тонн в год и переработки энергетических углей марки 3СС производительностью 4 миллиона тонн в год. Она была введена в эксплуатацию в январе 1985 года. Проектная мощность и технологические показатели обогащения фабрикой были освоены на третий год эксплуатации. Разгрузка угля, поступающего с разреза, производится в углеприемные ямы емкостью по 280 тонн, расположенные в блоке приемных ям первой и второй стадии дробления. Часовая производительность комплекса по приему и дроблению коксующегося угля 2500 тонн в час, две линии по 1250 тонн в час. Рядовой уголь из бункеров пластинчатыми питателями ПТ-24 направляется на классниковые решетки с размером щели 200 мм. Надрешетный продукт поступает на щековые дробилки СМД-60А, где дробится до 200 мм. Дробленый уголь объединяется с подрешетным продуктом и ленточными конвейерами направляется на колосниковые грохота, а затем на вторую стадию дробления, где дробится на дробилках Хазимаг АПС 1430 до класса 30 мм. Дробленый и подрешетный уголь размером 0,30 мм наклонными ленточными конвейерами транспортируется до узлов перегрузки и доставляется в аккумулирующие бункеры, и при помощи двух передвижных ленточных конвейеров распределяется по 3 силосам общей емкостью 30 тысяч тонн, снабженных 9 выгрузочными воронками каждый. Разгрузка силосов осуществляется при помощи дозаторов и питателей, качающихся КЛ-12, на ленточные конвейеры, которые распределяют уголь по 3 конвейерам, подающим его в главный корпус на обогащение. Фабрика запроектирована трехсекционной, производительность каждой секции 600 тонн в час. Главный корпус состоит из 3 отделений – тяжелых сред, флотации и фильтрации, сгущения. Уголь класса 0,30 мм подается на 3 секции отделения тяжелых сред. После гидроклассификации в багер-зумпфах уголь класса 0,5-30 мм обогащается в тяжелосредных трехпродуктовых гидроциклонах. Продукты обогащения отмываются от магнетитовой суспензии на грохотах фирмы «Шенк» и обезвоживаются центрифугами HES 1300 фирмы «Гумбольдт». Порода класса 0,5-30 мм транспортируется в бункер породы и автосамосвалами вывозится на отвал. Шлам класса 0,5 мм насосами подается на соответствующие 3 секции отделения флотации и фильтрации и обогащается во флотомашинах фирмы «Вемка-144» с выделением 3 продуктов – флотоконцентрата, флотопромпродукта и флотохвостов. Флотоконцентрат и флотопромпродукт обезвоживается на дисковых вакуум-фильтрах AG-диск и ленточных многороликовых фильтр-прессах фирмы Иемка MDP 2.6. Флотохвосты после сгущения в сгустителях С-10 обезвоживаются на ленточных многороликовых фильтр-прессах и ленточных вакуум-фильтрах ЛОП-15. Конвейером грузятся в автосамосвалы и вывозятся на отвал. Продукты обогащения с влажностью до 20% ленточными конвейерами с главного корпуса поступают в 4 бункера емкостью 700 тонн каждый сушильно-топочного отделения, где размещаются 4 сушильные установки кипящего слоя типа Макнелли номер 12. Продукты обогащения после термической обработки с влажностью до 7% ленточными конвейерами транспортируются в склад готовой продукции.
Угольная пыль улавливается циклонами первой и второй ступеней пылеулавливания, и после них скребковыми конвейерами подается в смеситель на смешивание с просушенным углем, после чего поступает в склад готовой продукции. Часть пылевого концентрата конвейерами подается на молотковые мельницы, в которых просушивается, измельчается и подается в камеры сгорания. Санитарная очистка выхлопных газов производится в мокрых пылеуловителях, скруберах. Очищенные газы через дымовую трубу выбрасываются в атмосферу. Поступающие на склад готовой продукции концентрат и промпродукт конвейерами распределяется по 4 силосам емкостью 10 тысяч тонн каждый. Разгрузка силосов осуществляется качающимися питателями на ленточные конвейеры, подающие готовую продукцию на погрузочный пункт. Режим обогатительной фабрики принят в соответствии с режимом работы разреза 330 дней в году, 3 смены в сутки, продолжительность смены 8 часов. Число машинных часов работы оборудования в сутки 17. Часовая производительность фабрики 1800 тонн в час. Часовая производительность комплекса по приему и дроблению энергетического угля марки 3СС 1250 тонн в час. Производительность комплекса отгрузки готовой продукции 4000 тонн в час. Концентрат марки К9 зольностью до 9,5%. Концентрат энергетический зольностью 20,9%. Энергетический уголь марки 3СС класса 0,50 мм зольностью 16%. Влага до 7%. Для обеспечения успешной работы фабрики существуют вспомогательные подразделения. Цех монтажа, демонтажа, ремонта и наладки оборудования, исходя из своего названия, предназначен для проведения текущих и капитальных ремонтов основного технологического оборудования обогатительной фабрики. В составе цеха работают 165 рабочих. Основные специальности – электрогазосварщик, электрослесарь, слесарь по ремонту оборудования. В структуру цеха входят автотранспортный участок и участок строительно-монтажных работ, механический электроцех, что позволяет вести на фабрике ремонтные и монтажные работы в полном объеме, без привлечения рабочей силы сторонних организаций, включая и услуги спецавтотранспорта. Ремонтно-строительный участок представляет собой участок, предназначенный для проведения текущих ремонтов зданий и сооружений, находящихся на балансе фабрики. В составе участка работают 17 человек рабочих. Основные специальности – плотник-бетонщик, столяр, штукатур-маляр. Участок включает в себя столярный цех с парком станочного оборудования, позволяющего производить необходимый ассортимент столярной продукции для внутренних нужд фабрики. Тепличное хозяйство фабрики имеет 3 отапливаемые теплицы общей площадью 1200 квадратных метров, которые обслуживают агроном и тепличницы. Специализация тепличного хозяйства – круглогодичное разведение и выращивание цветов – розы, тюльпаны, калы, гвоздики, настурции для нужд угольщиков. В настоящее время коллектив обогатителей Нерюнгри насчитывает 1027 человек. Из них рабочих 864, инженерно-технических рабочих 163, которые постоянно работают над внедрением современных технологий и новейшего оборудования, что позволяет углю Нерюнгри быть конкурентоспособным на мировом рынке. Угольный концентрат Южной Якутии – обладатель 2 золотых медалей международной выставки в Париже. Сегодня Нерюнгринская обогатительная фабрика – современное, высокотехнологическое и перспективное предприятие, которое является одним из передовых в угольной отрасли Российской Федерации.